Да, как я уже говорила, что когда мне дали время на то, чтобы собрать чемодан, я старалась максимально тянуть это время. Все это время я созванивалась с родителями, с мужем, мы советовались, думали, как поступить. Изначально решение было принято, чтобы все-таки вернуться домой. Также я попыталась связаться с фондом спортивной солидарности, они мне ответили и сказали, что если вдруг я приму решение не возвращаться в Беларусь, они смогут оказать мне помощь. И уже когда я шла в машину, там мне позвонила бабушка, было буквально 5 секунд, когда она мне успела сказать, что тебе нельзя возвращаться в Беларусь. Я понимаю, что это она неспроста это сказала, потому что, возможно, кто-то в Беларуси смог ей передать, что меня будет ждать, если я туда вернусь. И здесь, да, я чувствую себя в безопасности. Я думаю, что я готова помочь людям, которые могут оказаться в подобной ситуации, как я, или людям, которые хотят покинуть Беларусь. Также я хочу сказать всем белорусам, чтобы они перестали бояться, если на них оказывается какое-то давление, чтобы они смело об этом заявляли. И если кто-то испытывает давление или какие-то психологические проблемы, они также могут смело написать мне. Я постараюсь поддержать каждого и ответить каждому. Да, я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Даже уже после всей случившейся ситуации мы пытались подать протест, чтобы я все-таки смогла принять участие. Это были долгие 5 лет подготовки, пришлось очень многое пережить, и травмы, и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры. Я рассчитываю еще как минимум на 2 таких старта. Поэтому буду делать все максимально возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить дальше свою карьеру. Я буду готова вернуться в Беларусь тогда, когда буду уверена в том, что мое нахождение там будет безопасно. Когда состоялся первый разговор о том, что я не буду участвовать во второй дистанции, и они сказали, что решение уже принято за меня, и что практически куплен билет, и я должна отправиться домой. Они спросили, согласна ты или нет, и если ты согласна, тогда мы спустимся в Национальный олимпийский комитет и передадим, что ты согласна. Я ответила, что я с этим решением не согласна, и я все-таки настаиваю на том, чтобы принять участие, после чего уже последовал совершенно другой разговор, что если я пойду против воли, то будут приняты другие меры. Дальше. После этого главный тренер сказал, что хорошо, ты можешь бежать. На следующий день Довголенок из Национального олимпийского комитета, он узнал у меня, какое решение было принято. Я сказала, что решение было принято в мою сторону, что я буду бежать. И через пару часов ко мне уже пришли и сказали, что меня никто не спрашивает, уже куплен билет, я должна собрать вещи и лететь в Беларусь. Да, по прибытию в аэропорт я заранее использовала Google переводчик и перевела на японский язык, что мне нужна помощь. Я подошла к полиции, показала этот переводчик. Они не сразу поняли вообще, что происходит. К представителю полиции подошел кто-то с аккредитацией Токио 2020. Он также посмотрел, что написано у меня в телефоне. В этот момент ко мне подошел человек, который сопровождал меня из нашего Национального олимпийского комитета. Он спросил, что я делаю. Я сказала, что я потеряла что-то в Олимпийской деревне, мне необходимо это найти. Он начал говорить, что ты там потеряла. В общем, после этого, когда человек аккредитованный сказал полиции, что что-то здесь происходит не так, они меня забрали, отвели в сторонку, туда подошло очень много полиции, и дальше уже начали у меня брать показания. Они забрали мои вещи и старались, чтобы я не находилась рядом с человеком, который меня сопровождал. После чего, когда уже все было известно в новостях везде, и когда белорусская диаспора объяснила полиции, что происходит, тогда они меня увели в безопасное помещение и сделали все максимально для того, чтобы я была в безопасности. Да, я никогда не могла представить, что такое может вообще случиться, и
несомненно, я очень сильно расстроена и очень сильно переживаю из-за всего случившегося, но я верю в то, что лучшие дни еще впереди. Нет, я не хочу бежать от кого-то. Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это была моя мечта, я к этому очень сильно стремилась и надеюсь, что дальше я смогу это продолжить. Поэтому еще раз повторюсь, что 9 августа пройдет марафон свободы, и я хочу, чтобы все, кто может, к нему присоединились вместе со мной. Поэтому я хочу You want to run away from someone or you just want to run?